центр сешугеш китешюан, удмурт филология на журналистика факультетесты, одиг институты огажан. Интернетын келтем алпанюся тача вамыш нарышетес удмурт кыл дышатонарес буттонын. Шонярасом, кычавалактонюсыз тавоштишконлен. Таном кетюанюсы валактон шейтын тыршон турне малке шоно программа анджач бараш. Тунекуная журналистика факультет Деканес Владимир Байметов. Здравствуйте. Добрый день. Вот я не знаю, я правильно вас представил деканом факультета журналистики, да. или уже нужно говорить о том, что декан факультета журналистики. Все правильно. А институт журналистики и финно-угроведения, то есть приказ уже есть, то есть я так понимаю, вы будете директором этого института? Я пока еще ничего не понимаю, но ориентировочно 2 декабря на ученом совете Удмуртского университета будут приняты окончательные решения по новой структуре факультетов и институтов нашего вуза. Пока это все предварительные проработки. Вчера заседала комиссия университетская под председательством нашего ректора Галины Витальевны Мерзляковой. Тоже было предварительное обсуждение. На следующей неделе комиссия соберется еще раз перед ученым советом. Прозвучало очень много вопросов, предложений, замечаний. Как они будут учтены, как они будут решаться, пока это никому не известно. Вот на следующем заседании, на следующей неделе все эти вопросы будут снова обсуждаться. По поводу института финно-угроведения и журналистики, финно-угроведения по-разному называют. Предложение такое было, предложение такое есть, и наши коллективы факультетов встречались. В принципе, мы не против совместной деятельности в таком ключе. Возникает единственная проблема, связанная с названием. Все-таки слово «удмуртский» в названии терять бы не хотелось. Ну и есть еще один нюанс. В отличие от всех других факультетов и институтов, все-таки факультет удмуртской филологии, он в мире единственный у нас. Ну, конечно, да. И в этом смысле на него смотрят с надеждой, значит, с пожеланиями добрыми и так далее. Огромное количество удмуртов, и не только в Удмуртии проживающих. Его судьба — это не частное дело факультета, не частное дело даже университета, а это вопрос более глобальный, и, конечно, он решаться должен на более, наверное, высоком уровне, с привлечением всех заинтересованных сторон и более публично. Угу. Вот на самом деле такая же мысль, она как бы витает в интернете, скажем, такой огромный ажиотаж. Да. Он вообще объединение факультетов вызвало в интернете у активистов, у вообще обычных людей, у учителей, у тех людей, которые закончили этот факультет удмуртской филологии. Вот на самом деле вы видите больше плюсов или все-таки есть и такие мощные минусы? Здесь все зависит от того, как реально будет реализован процесс. Какие люди встанут во главе этого процесса, насколько удастся наладить в новом статусе, сохранить те взаимоотношения, которые сейчас налажены. Я с радостью наблюдаю, что в последнее время факультет удмуртской филологии, во-первых, очень активную позицию занимает и в международной деятельности, очень активную позицию в финно-угорском сообществе российском, и хороший там имеет авторитет. И внутри университета, например, в студенческом сообществе, студенты факультета удмуртской филологии уже пользуются и авторитетом и вниманием, потому что у нас проходит огромное количество конкурсов, студенческая весна, вот сейчас идет конкурс театральных постановок, киновуз, и уже работы факультета удмуртской филологии, которые студенты подготовили, ждут с вниманием и интересом остальные студенты наши, и очень тепло их принимают. И действительно своей деятельностью, активностью такой студенты факультета удмуртской филологии сумели показать, что они команда. Там свой дух существует факультетский, свой менталитет, у которого есть чему поучиться, и который нельзя игнорировать, на который нужно обращать внимание, с которым нужно считаться. Это очень позитивный момент, я считаю, потому что еще лет 10, наверное, назад факультет удмуртской филологии был незаметен внутри университетской среды, скажем так. А сейчас ситуация коренным образом изменится. Вот это все не хотелось бы потерять. Говоря о своем факультете, я тоже хочу сказать, что, на мой взгляд, все-таки факультет за последние годы вырос. Определенный авторитет тоже набрал. Наши выпускники работают во многих средствах массовой информации за пределами Удмуртской республики и хорошо себя показывают. И у нас тоже и студенческое сообщество сформировано достаточно активное. И нам бы тоже этот потенциал терять не хотелось. Потому что минус на минус, говорят, дает плюс в арифметике, да, но не всегда плюс на плюс дает плюс, к сожалению, в реальной жизни. В арифметике это так, в реальной жизни бывает все по-разному. Потому что возникает очень много действительно проблем и организационных при объединении,
и чисто личностного характера, то есть разные интересы у разных людей, их надо согласовывать, надо понять действительно, кем будут работать, как, не пострадают ли они в зарплате, в статусе своем, внутриуниверситетском, социальном статусе в целом. И это большой объем вопросов, которые предстоит решать. Очень многие говорят вообще, в принципе, об оптимизации. Скажем, в университете говорят о реорганизации. Все-таки это оптимизация или реорганизация? Или то и другое? Это и то, и другое. Это, наверное, оптимизация путем реорганизации, скажем так. То есть реорганизация здесь как средство оптимизации выступает, как механизм оптимизации. Но на самом деле здесь тоже нужно понимать и очень осторожно к этому процессу подходить. Нельзя сводить оптимизацию к экономии только. Понятно. Но, Владимир Александрович, вот на самом деле, когда мы разговаривали, когда встречались с Галиной Витальевной Мерзляковой, я совершенно не поняла смысла оптимизации, когда она говорила о том, что ни один преподаватель не попадет под сокращение, а бюджетные места останутся те же самые, скажем, в этом институте. То есть я не вижу здесь, где идет оптимизация, вот где она, где экономия денег. Честно говоря, по экономии денег и у нас в комиссии возникли очень большие вопросы. Я думаю, это мы еще будем обсуждать, смотреть. Но еще раз повторю, для меня главное не экономия денег в этой ситуации, хотя с деньгами ситуация непростая, конечно, и в высшей школе в том числе, а именно повышение качества образования, во-первых, а во-вторых, надо сохранить тот потенциал, который наработал факультет удмуртской филологии, чтобы он не был растерян. И, конечно, я честно скажу, ни факультет удмуртской филологии, ни наш факультет, мы не горим желанием каким-либо объединением. Дело не в том, что у нас какие-то отношения. У нас нормальные, вполне рабочие деловые отношения. Я сказал, мы с симпатией относимся друг к другу, и мы активно и так сотрудничаем. Но каждый развивался своим путем, и поэтому мы такое объединение воспринимаем как, такую необходимость объективную в данный момент, поскольку руководство вуза такое решение приняло, ученый совет проголосовал за такую концепцию развития нашего, мы будем это выполнять, видимо. Но постараемся сделать так, чтобы, еще раз повторю, что сохранить все положительное, что накоплено, и попытаться извлечь какие-то еще дополнительные плюсы и выгоды для всех, и для студентов, и для преподавателей из такого рода объединения. Я лично пока плохо вижу, как это сделать реально. Будем стараться. Насчет моей кандидатуры непосредственно как руководителя, честно говоря, я себя вижу пока плохо в этом качестве, потому что, еще раз повторюсь, что кандидатура такого рода руководителя должна быть согласована со всеми заинтересованными структурами, в том числе республиканскими, во-первых. Во-вторых, это, на мой взгляд, должен быть человек, который погружен в проблематику финно-угроведения и именно удмуртскую проблематику, удмуртского языка, культуры непосредственно каждодневно, для того, чтобы эта проблематика у нас была во вновь создаваемом подразделении главной и ведущей. Владимир Александрович, у меня такой вопрос. Вы сказали, мне кажется, это очень важно, что в названии факультета должно присутствовать слово «удмуртское» или «удмуртское» там. А вообще варианты рассматриваются какие-нибудь, чтобы с другим названием? Да, наш ректор Галина Витальевна Мерзлякова сказала, что давайте думайте, давайте предложения, будем рассматривать, как сохранить. Она прекрасно отдает себе отчет в том, что этот элемент, безусловно, важный, ключевой для республики в целом и для университета. Факультет удмуртской филологии во многом является такой маркой, брендом, что ли, как говорят, в том числе и способствующим продвижению университета в международном сообществе. И поэтому призыв такой прозвучал, мы сейчас думаем над этим. Очень сложно, конечно, это придумать. Не хочется жертвовать и журналистикой в названии, с одной стороны. С другой стороны, конечно, факультет удмуртской филологии на самом деле свои рамки уже перерос. И еще я помню, при Виталии Анатольевиче Журавлеве стоял вопрос о том, чтобы сформировать не факультет удмуртской, из факультета удмуртской филологии, на базе его создать институт, например,
удмуртской филологии и культуры, что-то вот так, потому что действительно проблематику, которой занимается факультет, она уже гораздо шире. Вот, и в этом смысле, и тогда звучали предложения, чтобы и финно-угорское звучало в названии, и удмуртское, например. В этом смысле можно, конечно, приводить примеры других университетов. Например, в Казанском федеральном университете в названии нет структуры, где есть слово «татарский». Но в каждом регионе своя специфика национальная. И я бы сказал, что в последнее время удмурты стали очень болезненно и остро относиться к любым проявлениям ущемления своих прав. Иногда они воспринимают, может быть, чересчур эмоционально, иногда и нет этого нарушения, они порой там видят. Но игнорировать это, безусловно, нельзя. И раз желание такое высказано, в интернете идет активное голосование, например, за сохранение отдельного статуса факультета удмуртской филологии, безусловно, это игнорировать нельзя. И руководство вуза это понимает. И вот сейчас мы хотя бы на уровне названия стараемся эту проблему решить. Хорошо. Название сохранится, да? Может, в названии... телезрители подскажут какой-то вариант. Если в названии сохранится это слово, то есть, а структура? То есть те направления, они тоже сохранятся? То есть, скажем... Сохраняются все кафедры, которые сейчас есть на факультетах объединяемых, сохраняются лаборатории, методические кабинеты, все это сохраняется. Вот 2 декабря на ученом совете университета будет четко представлена структура каждого объединенного института такого, где все подразделения будут перечислены, будут озвучены, видимо, кандидатуры руководителей. Я предложил Галине Витальевне конкретно по факультету удмуртской филологии провести предварительную встречу с участием и представителей правительства Удмуртской республики, и представителей Удмурт-Кенеша, и представителей факультета удмуртской филологии, чтобы на этой встрече оговорить и возможное название, и кандидатуру возможного руководителя, чтобы сразу было общее понимание, и чтобы сразу снять все какие-то недомолвки, недоговоренности, потому что появляются слухи, что Наталью Владимировну Кондратьеву чуть ли не убрали уже с должности декана, и такого нет абсолютно. Все решается с учетом интересов, и в том числе и пожеланий Натальи Владимировны. Если она захочет остаться руководителем Объединенного института, я думаю, она может остаться. Все зависит от ее воли и желания. Вот в этом смысле это вопрос еще пока открытый, он обсуждаемый. И не хотелось бы, чтобы здесь были какие-то лишние эмоции и домыслы тем более. Того ж тишконлы типу митки кварадеснам алпандес кельтен богатшкоды петиция вajishkoновым соекалы темуртеса скытом. Ушкагаз воздуше толнян, но наука элькун, но Россия министерство сын, но элькун тородары. Вajishkonлыш интернет-адреса дишкоды экране свлыш. Пусьемна. Владимир Байметов тачо гажашконлы помитлам за вajishkonлы кельтизни. Добревание с помещком арны арчиса,